Спорткомплекс «Триумф» стал одним из самых масштабных и дорогостоящих проектов спортивной индустрии на Дальнем Востоке России. Строительство арены «Трехтысячника» началось в 2009 году. В июле 2012-го объект торжественно открыли в рамках форума «Россия – спортивная держава» к 5-м международным играм «Дети Азии». Когда в таких регионах, каким является Саха-Якутия, регионах Дальнего Востока, мы открываем такие замечательные спортивные комплексы, это говорит о том, что, конечно, физическая культура и спорт, она развивается по всей стране. В стенах нового центра соревновались больше 2000 юных атлетов из 27 стран мира. Многие победители и призеры тех состязаний уже являются чемпионами Азии, Европы, мира и Олимпийских игр. С тех пор «Триумф» гордо носит статус места, где куются главные спортивные победы Якутии. На сегодня Центр спортивной подготовки сборных команд Якутии – это 617 спортсменов, 79 тренеров и 126 специалистов разных сфер, которые объединены одной целью под названием «Триумф якутского спорта». Это объект для населения, для жителей Республики Саха-Якутия, очень важный объект, получается, да. Не только вот по спортивной части, но и культурном, ну и в целом, да. Здесь тренируются и любители бега, очень много. Она занимается каждый день, можете посетить, если кто-то хочет начать. У нас есть опытные тренера по легкой атлетике и не только, да. Ну, что касается сборных команд, у нас более 600 спортсменов здесь находится в ССП. Мы готовим их, тренируем, и они представляют нашу республику в различных соревнованиях, начиная с чемпионатов республики, России, первенства России, Европы, чемпионатов мира и Олимпийских игр. Они представляют, и у нас есть здесь гостиница, пункты питания, здесь они живут, тренируются и добиваются успехов. И побеждают, да. Для этого «Триумф» объект очень важен. Ну, для меня это «Триумф» — это жизнь, да. Здесь люди живут и реально тренируются, свой здоровый образ жизни, здоровье поправляют. Это что касается для населения. А спортсмены здесь находят себя. Именно здесь тренируясь, они и успеха добиваются, результаты показывают. Главная задача — подготовка спортсменов сборных команд республики. И для населения, чтобы удобно было. Удобно, доступно. Наша мечта, наша задача — это олимпийский чемпион, олимпийская золото для нашего народа, для всех нас. Это самая главная задача и мечта каждого жителя Республики Саха-Якутия. Я думаю, мы это сделаем. Мы на работу идем как на праздник, потому что само здание, оно очень красивое, такое большое, воздуха много. И самое главное, это здание стоит на священном озере Сайсары. Это тоже нас о многом обязывает. У нас работает 35 человек, из них 1 доктор наук, 4 кандидата медицинских наук, отличник здравоохранения Российской Федерации и есть отличники здравоохранения Республики Саха-Якутия. Все работники очень опытные, имеют большой стаж работы. Мы работаем именно со сборной командой Республики Саха-Якутия, со сборной командой Российской Федерации, постоянно проводим углубленные медицинские осмотры. И также углубленный медицинский осмотр у нас проходит в Федеральной медико-биологической академии города Москвы. Именно те спортсмены, которые входят в сборную Российской Федерации. А также много проводим, у нас есть отдел функциональной диагностики,
отдел клинико-диагностической лаборатории, отдел физиотерапии и реабилитации и отдел спортивной медицины. В этих 4 отделах мы проводим очень много обследований, также лечения травмированных и другие, конечно, патологии. Здесь в Триумфе я работаю уже 10 лет. Все условия созданы для спортсменов. Я как тренер борцов. Здесь лежит 4 ковра. Там ребята каждый день 2 раза тренируются. На ковре тренажерный зал есть. Еще плюс это манеж. Ребята бегают. Среду, субботу кросс. По пупу делают. Еще в субботу еще сауна есть здесь. Столовая есть, все рядом. И гостиница, все. Для спортсменов все условия созданы. Здесь соревнования постоянно проводятся на высшем уровне. Например, турнир Дмитрия Петровича Коркина каждый год проводится. Очень много зрителей бывает. 1000 человек смотрят борьбу, болеют. И атмосфера очень сильная здесь, в Триумфе. Ваш класс. Хочу, чтобы из Триумфа вышли чемпионы мира, олимпийские чемпионы. Вот так. Моя мечта. Триумф как наш второй дом. Сборы бывают, на соревнованиях участвуем, побеждаем. И хочу сказать спасибо коллективу Триумфа и лично Михаилу Дмитриевичу. Желаю дальнейшего процветания Триумфа, чтобы выходили новые чемпионы. Ну, если брать лично меня, то с первого открытия Триумфа я тренировался здесь, я жил здесь в течение 2 лет, питался в столовой и проходил восстановительные мероприятия и разные процедуры. Поэтому с уверенностью могу сказать, что с открытием Триумфа началась моя боксерская спортивная карьера. И здесь я стал чемпионом мира среди студентов, а также стал чемпионом России среди взрослых. Поэтому открытие Триумфа поспособствовало, чтобы я добился результатов, которые у меня есть. Именно локация, в первую очередь, то есть не надо выходить на улицу, не надо идти там в другой зал, все находится в одном месте. Ты здесь тренируешься, здесь живешь, здесь питаешься, и ни на что, на другое не отвлекаешься. А это, я думаю, один из первых моментов, что спортсмен должен соблюдать именно режим, дисциплину, не думать о другом. И как раз Триумф подходит для этого. Но если даже сравнить с другими регионами, с другими странами, мало где есть такие сооружения, такие спорткомплексы, как у нас. Конечно, я хотел, чтобы была олимпийская медаль, медали чемпионата мира, Европы. Именно те ребята, которые здесь тренируются, они, чтобы достигли таких результатов. Ну и хочу пожелать работникам спорткомплекса «Триумф» крепкого здоровья, счастья, благополучия, успеха во всем и всего самого наилучшего. «Триумф» — это дом, это надежды, спортивные надежды, это и толчок для того, чтобы спортсмен достигал высокого уровня. Ну, как говорится, «Триумф» — это по-якутски, да, если сказать, оригай, но именно чисто для меня, я еще помню, когда строился этот объект, это было в 2012 году, я заходил сюда и даже не предполагал, что я здесь буду работать, тренироваться. Думал про себя, что повезло спортсменам, тем, кто здесь будет тренироваться. Получилось так, что я сам как спортсмен сюда попал в сборную и здесь же начал тренироваться. И спустя уже несколько лет стал тренером, и с этого года начал работать главным тренером. И для меня, конечно, это, как сказать,
Ну, большой толчок, большой трамплин, ну, можно сказать, для стрелков из лука, для всех спортсменов триумф является трамплином к высшим достижениям. Очень хорошо, что тут можно сразу проживать, тренироваться, даже сауна есть, и тренажерный зал, и столовая, все на месте есть. Вот это самый большой плюс, я думаю. Можно вот минус 50 на улицу вообще не выходить. Но в будущем, как тренер по стрельбе из лука, хочу, чтобы на территории, да, вот, спорткомплекса «Триумф» было отдельное стрельбище. Управление спортивных сборных команд Республики Саха-Якутия отвечает за выезд, за тренировочные мероприятия, за спортивные достижения наших спортсменов, членов спортивных сборных команд по базовым видам спорта. Мы помогаем им в реализации их планов, да, тренировочных планов, спортивных мероприятий. Непосредственно делаем им приказы, сметы оформляем, авиабилеты оформляем, командируем их на соревнования, а также стыковка с нашим отделом, стыкуем с врачами, массажистами, психологами, научными сотрудниками и так далее. Вся наша работа является, наша цель нашей работы – это достижение максимальных результатов на официальных стартах страны, мира, Европы, олимпийских, паралимпийских, суболимпийских игр. Каждая победа нашего спортсмена – это наша радость. Помню победу Виктора Лебедева на чемпионате мира. Он стал двукратным чемпионом мира. Это было для нас каким-то большим праздником спорта. И какой-то, да, была такая гордость за то, что мы были причастны к его победе. А также каждая победа нашего спортсмена, также у нас очень много призеров, победителей сурдоолимпийских, паралимпийских игр, Степанида Артахинова, Владимира Балынца, Василия Стрекаловского, Николаева Сергея. Вот их достижения, это можно сказать, что мы какой-то вклад внесли. Триумф для меня – это второй дом. Потому что с 8 утра до 8 вечера я нахожусь здесь на работе. И все мои спортсмены, и те, кто здесь работает, это моя большая семья. Я их очень сильно люблю, всех своих спортсменов, тренеров, и готова помочь им, готова всем, что угодно помочь, там, советами, даже иногда бывают личные советы и так далее. Поэтому для меня это мой второй дом. Хочу пожелать нашему триумфу процветания, чтобы было много побед наших спортсменов, чтобы мы радовали наших болельщиков, нашу республику, чтобы через 10 лет все говорили и гордились нашим триумфом. «Триумф» — одно из сложнейших инженерно-технологических сооружений в истории республики. Огромная арена на вечной мерзлоте стала смелой и интересной инженерной задачей для местных архитекторов и строителей. Благодаря их умению и таланту регион получил уникальное спортивное сооружение, отвечающее всем мировым стандартам. «Триумф» — один из первых в мире спортивный комплекс на сваях в вечной мерзлоте. У нас в отделе 7 инженеров и 8 слесарей-сантехников и 2 электрика. Объект большой, и все надо вовремя смотреть, ход делать, и чтобы не было аварийных ситуаций, надо вовремя все смотреть, контролировать. Появление высокотехнологичного объекта позволило проводить соревнования международного уровня, улучшить спортивный имидж Якутии в России и мире, а главное – повысить интерес населения к спорту.
Здесь проводились очень много соревнований. Ну, наверное, самый такой запомнившийся, да, такой ну, самый яркий зрелищный турнир — это Кубок мира по вольной борьбе. Вот. Триумф тогда преобразился, было очень много подсветок. Ну и полный зал, полные трибуны, они, конечно же, украшают любое спортивное мероприятие. Ну и чемпионат России много раз здесь проводился по вольной борьбе, по боксу проводились. Ну и ежегодно наши замечательные турниры в памяти Романа Дмитриева, Дмитрия Петровича Коркина. В этом году вообще, вот, мне кажется, стал, ну, его сравнивают с чемпионатом мира. Те, кто борцы сравнивают, тренера, высокие гости, которые приезжали, атмосферу. Ну, соответственно, значит, ну, я сам тоже бывал на чемпионатах мира, других больших международных соревнованиях, и, ну, ничем не хуже. Ну, да, любой спорт делает болельщики, да. Чем больше болельщиков, тем ярче соревнования, тем тогда и спортсмены хорошо выступают, чтобы показать себя зрителям, да. Ну, да, ну и сама арена, наверное, какой-то имеет свой дух, да, атмосферу, какой-то, ну, что-то такое сверхъестественное, да. И мне кажется, у Триумфа оно есть. Лично для меня спорткомплекс «Триумф» – это место, где исполнилась моя мечта. Это я выполнила мастера спорта международного класса, попала в сборную России и поднялась на высшую пьедестал почета. То есть для спортсмена спорткомплекс «Триумф» – это место, где он с максимальным комфортом может достичь своих целей. А для любителей бега это место, где они могут отдохнуть не только физически, но и психологически. Ведь не зря древние греки говорили, что хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть здоровым – бегай. Преимущество «Триумфа» в том, что здесь профессиональное покрытие олимпийского уровня. Называется «Монда». Это покрытие одобрено Международной федерацией легкой атлетики и используется на Олимпийских играх, на чемпионатах мира по легкой атлетике. На первом этаже стандартный манеж с расстоянием 200 метров и на втором этаже разминочная зона с расстоянием 324 метра. То есть в республике это единственный манеж с такими масштабами и с таким покрытием. Я желаю процветания, побольше талантливых спортсменов, которые будут выступать успешно не только на российском уровне, но и на международном, чем смотивирует подрастающее поколение и любителей бега для занятий спортом. Это территория спорта, здорового образа жизни, возможность встретиться с любимым тренером, со своими соратниками по бегу. И также возможность сменить будничную серость на бодрость и мотивацию. На самом деле преимуществ множество, но я выделю транспортную логистику, так как сюда очень легко добраться на автобусе и на своем автотранспорте. Здесь большая парковка. Также здесь очень хорошая разработанная дорожка для бега, самая лучшая, я считаю, в городе. И доброжелательный персонал. Это самое главное, так я считаю. Как и многие жители нашего города, я прихожу в Триумф после напряженного рабочего дня, отдохнуть, расслабиться, встретиться с единомышленниками. Ну, это, конечно, в первую очередь полезно для нашего здоровья, ну и для общения
Самым главным преимуществом «Триумфа» я считаю его доступность, транспортную доступность, его локацию, то, что он находится в центре города и легко можно отовсюду сюда добраться. Поэтому я выбрала именно его. Но я бы хотела поздравить всех любителей спорта, коллектив спортивного комплекса «Триумф» с 10-летним юбилеем. И хотелось бы пожелать, чтобы здесь продолжали взращиваться новое поколение наших спортсменов, чтобы именно здесь ставились мировые рекорды и были победы наших спортсменов. Мы, кикбоксеры Республики Саха, поздравляем наш родной «Триумф» с 10-летним юбилеем. Триумфу Уруй! Айха! Теги Глобакка Сахарин Сунакабит Хамандатан Ататтан Триумф спортивный комплексыгар 10 жылдық юбилейдетінен тиіскен. Onun diga Sakasıgın Süberdemir komanda Atıt'tan Örgöy spor duvargayın 10 жылдық юбилейінен тиісті. Поздравляем с десятилетием Триумф. Желаем дальнейшего процветания. Еще больших успехов. Спасибо вам за поддержку. Триумф 10 жылдық юбилейінен бары үліхеттерін, бары спортсмендері Хакайрин Тустуга сборная командатын адаттан ититистинlik ағаттылибет. Бағарабыт әйеқа чеген олығы, чөл олығы, жоллақ болын, сатбылақ болын. Команда Сотокорштот поздравляет с «Триумфом» с 10-летием и желаем всем здоровья, больших побед. Sakasirin direktör bilimler kine örgöy ahıllıkta ülelerde 10 yıla dolgutman bargıdın eğatte. Триумф 10 жылдық юбилейінен тиістің. Визитная карточка и сердце спортивного комплекса – композиция из бронзовых скульптур 3 олимпийцев – Романа Дмитриева, Павла Пенигина, Александра Иванова и выдающегося тренера Дмитрия Коркина. Именно в честь их триумфа на 21-х Олимпийских играх в канадском Монреале названа главная спортивная арена республики. И вот уже 10 лет, каждый день сотни профессиональных и начинающих атлетов преодолевают себя и совершенствуются ради олимпийской мечты, ради триумфа.